В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Героями не рождаются, а становятся. В первую очередь мы чеченцы, потом мусульмане. Мы запускаем цикл интервью о бойцах, которые принимали участие в специальной военной операции. Легендарный танцор. Человек, который очень много сделал для нашей республики, для нашего народа, для мирового танцевального искусства. Роль Махмуда Эсамбаева в сохранении народных танцев обсуждали в Грозном на конференции. Как безопасно использовать газ? Сотрудники газовых служб призывают потребителей быть бдительными. О важности заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию газового оборудования в репортаже Турпавали Тайсумова. В прошлом году Грозненский международный аэропорт обслужил миллионного пассажира. Таких рекордных показателей перевозчик достиг впервые с момента начала работы в 70-м году. И это несмотря на то, что текущая пропускная способность воздушной гавани составляет 500 тысяч. Это событие имеет особое значение для республики. Решающую роль в этом сыграл и небывалый наплыв туристов. Однако самые большие рекорды впереди. В настоящий момент активно продолжается строительство нового аэропорта. В общей сложности планируется возвести 18 зданий. О том, когда планируется принятие первого борта, узнаем в следующем материале. Якуб Эпендиев, несмотря на молодой возраст, вносит свой вклад в создание фасада будущего командно-диспетчерского пункта. В этой огромной 55-метровой башне будут располагаться авиадиспетчеры и группы руководства полетами. Такой своеобразный мозговой центр аэропорта. Грандиозность суперстройки впечатляет. На 110 гектарах круглосуточно гудит и ракочет техника. 300 специалистов работают в 2 смены. Пятиэтажный аэровокзал в форме полумесяца оборудуют 4 современными портами с 8 парными трапами. В соответствии с мировой практикой, зоны вылета и прилета будут расположены на 2 уровнях, одна над другой. Мы находимся сейчас на площадке перед строительством аэровокзального комплекса. В данном случае это аэровокзал. Площадью 31,5 тысячи квадратных метров в будущем. Закончим заливать плиту фундаментную и пойдем заливать колонны, стены. Аэродромный комплекс на финальной стадии. Ее длина составит более 3 километров, а ширина 60 метров. Взлетно-посадочная полоса покрыта высококачественным бетоном, что сделает ее более прочной и долговечной. Она сможет принимать любые типы воздушных судов. Предполагаемый пассажиропоток более 1,5 миллиона человек, а аэродром сможет выполнять 50 взлетно-посадочных операций в сутки. На перроне предусмотрено 24 стояночных места для воздушных судов. Новый международный терминал будет соединен с существующим зданием аэровокзала отдельной дорогой. Комплекс возводится на незастроенной территории западнее существующего терминала без его демонтажа. Это позволяет поддерживать непрерывность пассажирских авиаперевозок на протяжении всего строительства, не создавая неудобств для пассажиров и сотрудников аэропорта. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Воздушная гавань обеспечит доступ к основным туристическим направлениям России и зарубежья. По словам Рамзана Кадырова, который лично контролирует процесс строительства, это приоритетный проект для республики, который станет новой достопримечательностью. Санкции, кстати, строительству не помеха. Никакие коррективы в процесс они не внесли. Здесь все отечественного производства. Первым ввести в эксплуатацию планируется аэродромный комплекс в конце года. По мере готовности планируется заказать самолет с лабораторией для испытания взлетно-посадочной полосы, после чего ожидается принятие первого борта. Рамзан Абуев, Шамсуди Джабраилов, Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская Республика. Командир батальона «Юг» Ахмат Муса Иблаев посетил расположение бойцов на передовой и ознакомился с условиями несения службы. На месте он провел проверку состояния техники, имеющихся у солдат, боеприпасов, медикаментов и продовольствия.
По словам военных, никаких сложностей с обеспечением у них нет. Стоит отметить, что сводный отряд отправился на Украину по поручению главы республики. Министерство обороны России совместно с батальоном Юг Ахмат и бойцами сводного отряда Ахмат и МВД по Чеченской республике успешно несут службу в зоне проведения СВО. Максимально приближенный полигончика Ахмат, что именно вот там тахтан был хал, возаду дичь, это гуще. Белош подохло, что было. Удали за масана, пора чуть-чуть бекта. Дальше буду, алхамдулилlah. Мы запускаем цикл интервью о бойцах, которые приняли участие в специальной военной операции. Наш первый герой – росгвардеец Лёма Горбиев. В беседе с нашим корреспондентом он рассказал о своей службе, полной патриотизма и надежды на светлое будущее, и непростых моментов, но где всегда чувствовалась поддержка близких. Первая командировка у меня была в 2023 году, 7 февраля. В то время я работал в ОРЧ. В 2016 году я уволился, вышел на пенсию. В 2022 году, когда началась специальная военная операция, наш глава Чеченской республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, заявил, что нужны ребята на СВО. Так как у меня было больше опыта в спецподразделениях, я обратно вышел на работу. Я сейчас работаю в подразделении ОМОНа Ахмат-1, 2-го батальона оперативного в 1-й роте, инспектором службы в звании майора. На территории Чеченской республики, когда проходила антитеррористическая операция, я участвовал в некоторых спецмероприятиях, поэтому мне не так сложно было в дальнейшем на СВО тоже, так как опыт всегда помогает в таких ситуациях. Ну, ребята у нас, конечно, молодцы, отличные ребята, хотя они были и молодыми ребятами, но мужественные, отличные, короче, в бою себя показали тоже отлично. Ребята, которые впервые туда попали, они себя проявили очень талантливо, слушали во всех эпизодах, которые там происходили. Начальство у нас тоже отличную команду хорошую подобрала офицеров вместе с командиром отряда и командирами батальонов, командиров рот. Когда все офицеры, знающие свою работу, находятся на таких местах, там ничего сложного нету. И поэтому ребята досконально все выслушивали и принимали все всерьез. Как вы оценивали силы противника вашего? И как вы думаете, чем наши войска превосходили войска врагов? Ну, я так скажу, там не только украинские войска против нас воевали, и воевали натовские войска. НАТО всем их обеспечивало, хотя они обеспечивали всем необходимым. Наши войска намного эффективнее и лучше обрабатывали украинских. В техническом плане у нас все было на высшем уровне, потому что глава Чеченской республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров обеспечивал нас всем необходимым, так что у нас в этом плане никаких сложностей не было. И так как фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова вместе с Аймани Исеевной помогали нам, и мы не нуждались ни в чем. И в чем я очень благодарен им за такую непассивную помощь. Я еще хотел сказать, что наш глава республики Рамзан Ахматович Кадыров сопереживал с каждым бойцом, с каждыми потерями, как своего сына или своего брата, потому что мы все связаны одной командой, мы одна команда, так что в этом плане у нас все было на высшем уровне. Наш глава, он дальновидный человек, он заранее нас подготовил к этому ситуацию, потому что
Он знал, что все вот это будет происходить, и нас хорошо подготовил. С чем вам приходилось сталкиваться, когда вы общались с мирным населением? В каком они состоянии были, когда вы туда попали? В первые дни, когда мы туда попали, там было очень мало гражданского населения, потому что там действительно шла война. И когда уже более-менее мы там навели порядок, когда люди начали возвращаться, они боялись сперва, но по мере продвижения нашей службы и взаимосвязи, они поняли, что у нас все человеческое, что мы тоже такие же люди, как и они, и все наладилось. И люди начали возвращаться, обустраиваться. Мы помогали гуманитарной помощи, не то, что мы помогали, помогал и герой России Рамзан Ахматович Кадыров, непосредственно присылал гуманитарную помощь из фонда Ахмата Хаджи Кадырова. Лёма, что именно для тебя специальная военная операция? Все иностранное нам чуждо. Нам, в первую очередь, мы чеченцы, потом мусульмане, мы не принимаем вот это все. Я с первых дней был уверен, что мы на правильном пути. На службу вышел еще, мне было 21 год, еще в 1991 году. Еще при Советском Союзе, можно сказать, и до 2014 года. Потом я ушел на пенсию, как я сказал, когда в 2022 году объявили СВО, я знал, что я нужен, я вернулся сюда. Я об этом ни на секунду не жалею. С поставленной целью трудностей у нас не возникало, потому что, как говорится, когда слышали, что идут кадыровцы, бойцы украинской армии бросали свои позиции и убегали. Были некоторые боестолкновения, но, слава Аллаху, все происходило отлично. Межрегиональная научно-практическая конференция «Роль Махмуда Эсамбаева в сохранении и популяризации традиционных народных танцев» прошла в Национальной библиотеке Чеченской Республики. С докладами выступили известные деятели культуры и искусства, представители органов власти, творческих и общественных объединений из различных регионов страны. Также прошла выставка «Когда вся жизнь – танец». Гостям было представлено несколько сотен экспонатов, в числе которых редкие, ранее нигде не выставлявшиеся фотографии и архивные документы. Стоит отметить, что мероприятие входит в культурно-просветительский проект «Посол мира», посвященный столетию Махмуда Эсамбаева. Махмуд Эсамбаев был не только человеком искусства, но это был великий гуманист, человек, который очень много сделал для нашей республики, для нашего народа, для мирового танцевального искусства. Почему? Потому что такой программы, сольной программы именно народного танца не было ни у одного. До него нет ни сейчас, я думаю, что и в ближайшие 100 лет наверняка не будет. Руководство нашей республики очень много сделало и делает в целях увековечения памяти Махмуда Эсамбаева. Благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову одна из лучших улиц, сейчас это называется бульвар имени Махмуда Эсамбаева, названа в его честь. Имя Махмуда Эсамбаева носит один из лучших детских коллективов Северного Кавказа. Безопасность эксплуатации газового оборудования в жилых домах напрямую зависит от соблюдения потребителями правил пользования голубого топлива в быту и регулярного проведения технического обслуживания в соответствии с установленными сроками. Для заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту необходимо обратиться в клиентские центры филиалов «Газпром» газораспределения Грозный. Репортаж Турпалалита Исумова. Полноценно функционирующие вентиляционные шахты, качественное оборудование со сроком гарантии и регулярная проверка газовых коммуникаций – все это гарантия безопасности. Именно это предусматривает договор на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Нынешние проверки специалистов «Газпром» газораспределения Грозный – это часть постоянной работы. В свою очередь, потребитель, согласно закону, обязан допускать техников для проверки. Хотелось бы мне обратиться жителям города Грозного, да и не только города Грозного, а жителям, собственникам квартир, где установлено газовое оборудование. С просьбой,
чтобы они подошли к этому вопросу заключения договоров на техническое обслуживание со всей серьезностью. Потому что, согласно существующих правил, законов, собственник, который пользуется газовым оборудованием, он обязан заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования, которое у него установлено в доме или в квартире. Отсутствие договора на техническое обслуживание влечет автоматически прекращение подачи газа. В 4 районах Грозного с начала этого года в 24 тысячах квартирах выявлено 500 нарушений, а от газоснабжения отключены 410. Причины тому разные – от незаконного подключения до использования так называемых временных систем подведения горючего. К примеру, в эту квартиру газ поступает через самовольно подключенный поливной шланг, а это угроза утечки с печальным исходом. Помещение отключено от газоснабжения, а хозяева получили уведомление о необходимости ликвидации нарушения. Они относятся к этому с пониманием и одобрением. Обслуживание, безопасность, прежде всего мою войну, такой сернаду, момент, чего это смело теснадит, шланги, горелки, крема, хажич, яйца, декредуалит. Специалисты компании «Газпром» газораспределения Грозный призывают к ответственности и соблюдению безопасности. В этом вопросе договорно-техническое обслуживание газового оборудования и стабильные проверки занимают ключевое место. В данной ситуации газовый шланг соответствует нашим нормам. При проведении технического обслуживания утечки не выявлено. Не обнаружено, да? Да, не обнаружено. Ясно. Вместе с уведомлениями газовики передают потребителям буклеты с напоминанием о платежной дисциплине. Вся инструкция и способы расчета указаны в деталях. Безопасность превыше всего, потому сотрудники газовых служб призывают потребителей быть бдительными в эксплуатации голубого топлива. Обслуживание приборов – это гарантия предотвращения печальных последствий. Турпа, Лолита Исумов и Шамсуди Джабраилов. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.